Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый вечер, господин Дедат. Прежде чем задать свой вопрос, я бы хотел сказать несколько слов, если это возможно. Будьте осторожны, пожалуйста. Нет, я не хочу никого обидеть. Если я правильно понял все из услышанного, то сегодня в моей жизни особенный день. Я услышал то, что я не мог представить, что я когда-нибудь услышу. Если бы кто-то 10 лет назад мне сказал: знаете ли вы, что мусульмане верят в Иисуса, я бы ответил: нет, я не могу в это поверить. У меня было мало знаний об этом. Сегодня вечером я узнал что-то новое, совершенно неизвестное для меня, то, что приводит всех нас к пониманию того, как мы должны верить, и в равной степени того, для чего мы должны жениться. Ведь цель брака — это дети, и поскольку, когда мы женимся, у нас есть в жизни Иисус, мы спрашиваем себя, что же мы должны иметь. А у вас есть вопрос? Да, у меня есть вопрос. Да, минуточку, я заканчиваю. И мы отвечаем себе, что если мы не баптисты, то мы не можем верить по-настоящему, не можем иметь Иисуса в своей душе. У нас нет Иисуса в нашей жизни. Вопрос такой. В Коране, в суре 19 сказано: «Мир мне в тот день, как я родился, и в день, что умру, и в день, когда буду воскрешен живым». Это говорил Иисус, сын Марии. Сказано будет «воскрешен», значит, придет снова. Это сказано в Коране. Это не мои слова. Во-первых, спасибо вам за вопрос. Во-вторых, мне кажется, вы уже проспали, потому что был такой же вопрос, на него был ответ. Но, возможно, шейх, вы согласитесь объяснить еще раз. Мы верим, что Аллах сохранил Иисуса живым, и Он еще жив, и Он придет снова живым, и Он умрет, как любой из нас, и Он будет воскрешен, как любой из нас. Вот почему сказано: «Мир мне в тот день, как я родился, и в день, что умру». Итак, Он умрет, как и все. Как любой из нас, Он будет воскрешен после смерти. Вот какой смысл заключен в этом аяте. Следующий вопрос, пожалуйста. Саляму алейкум. Я хотела спросить шейха Ахмада, я приняла ислам, но как я должна относиться к своим родителям, которые не принимают ислам, чтобы при этом мое поведение не было греховным? Если я правильно понял вас, суть вопроса в том, что вы не можете обратить своих родителей в ислам, и вас интересует, как вы должны себя вести по отношению к ним, чтобы не сделать ничего греховного. Я думаю, в этом случае нужно Соломоново решение. Решение вашей проблемы уже дано в Коране, в суре Марьям, которую я сегодня вам уже цитировал. В этой главе есть история Ибрагима, Авраама. Ибрагим был святым пророком, он познал истинную концепцию пути к Богу. Но его отец был идолопоклонником. Я вам прочту эту историю, глава 19, аят 41. «И вспомни в книге Ибрагима, поистине он был праведником, пророком». Вот сказал он своему отцу: «Отец мой, почему ты поклоняешься тому,
что не слышит, и не видит, и не избавляет тебя ни от чего. Отец мой, у меня явилось такое знание, которое не достигло тебя. Следуй же за мной. Я поведу тебя верным путем. И снова, о мой Отец, и так 4 раза, с полным чувством, стараясь указать ему на его заблуждение. А Отец ответил Ибрагиму: «Удались же от меня на некое время. Если ты не удержишься, я непременно побью тебя камнями». И далее ответ Ибрагима на это вы найдете в суре 19, аяты 47 и 48. Как должен поступить любящий сын по отношению к неверующим родителям? Вы должны любить и уважать их и заботиться о них. Единственная вещь, которая не может быть под их контролем, это ваши отношения с Аллахом. И если их советы и уговоры относятся к неверию, то эти советы можно отвергать. И хотя вы любите и уважаете их и заботитесь о них, но в вопросах веры они не могут стоять между вами и Богом. Об этом сказано в Священном Коране. У вас есть такое издание Корана? Под редакцией Юсуфа Али, глава 19, аяты 47-48, прочтите их и комментарий к ним, и вы получите исчерпывающий ответ на ваш вопрос. Когда вы идете по пути веры, то никто не может стоять между вами и Богом, ни ваш отец, ни ваша мать, хотя вы любите и уважаете их. Вот что сказано в Коране. Я хочу сказать вам, что у нас есть некоторые брошюры по этому вопросу. Сестра, я могу дать вам эти книжечки после лекции. Пожалуйста, подойдите сюда. Шейх Ахмед, мой вопрос о чуде появления Иисуса и о его связи с чудом создания Евы из Адама, противоположность тому, как Иисус появился из женщины без участия мужчины. С моей точки зрения, существует какая-то взаимосвязь между этими чудесными явлениями. Созданием женщины из мужчины без участия женщины и появлением Иисуса, мужчины из женщины без участия мужчины. Вы не находите сходства между этими чудесными явлениями? И не могли ли бы вы прокомментировать вот это мое наблюдение? Благодарю вас. Минутку, брат, вы христианин или мусульманин? Мусульманин. В данной ситуации для меня было бы лучше, если бы вы были христианином. Почему? Потому что в этом случае у меня была бы твердая опора для того, чтобы доказать вам свою точку зрения на это. Если бы вы были христианином, я сказал бы вам: посмотрите, разве в вашей книге нет ничего другого, что можно было бы сравнить с этими чудесами, о которых вы говорите? В отношении Адама и Иисуса сказал Аллах: ведь мы послали Иисуса так же, как был послан Адам. Сходство между Иисусом и Адамом в том, что оба они посланники Аллаха. Он создал его из праха и потом сказал ему: будь, и оно стало. Таким образом, если Иисус, как говорят христиане, Бог или Сын Божий, то Он не может быть величественней Бога, потому что у Бога нет ни Отца, ни Матери.